Республика Коми, 60 километров от столицы, города Сыктывкара. Старинное село Иб, которое известно своими святыми источниками. Здесь, на территории финно-угорского этнокультурного парка, проводится спортивно-развлекательный праздник «Зимняя Ибица». Вот сюда подъедет за пару дней до начала нашей Ибицы сцена. Вот сюда мы ее будем устанавливать. Сцена будет очень большая, концертная, будет большой экран светодиодный. Вот так вот мы ее выставляем, граница сцены будет здесь. Вот это все будет для зрителей. Подготовка к этому событию идет задолго до начала. Специалисты готовят целый сценарий праздника и приглашают специальных гостей, именитых спортсменов. Привет, Республика Коми. Привет, Зимняя Ибица. В 2012 году Зимнюю Ибицу посетили Алексей Ягудин, Татьяна Татьмянина, Максим Маринин, Мария Петрова и Алексей Тихонов. Они привозили свое ледовое шоу. В марте 2013 года организаторы «Зимней Ибицы» пригласили двух звезд – спортивного комментатора Виктора Гусева и легенду российского и советского спорта русскую ракету Павла Буре. Они горячо поддержали проведение праздника и с легкостью согласились приехать в Республику Коми. Меня впечатлило уже название, потому что придумать такое название «Зимняя Ибица» могли только люди с хорошим чувством юмора. Вот, и уже это мне какой-то дало заряд. Оно то, что я увидел, только подтвердило то, что я ждал. Такие мероприятия, как «Зимняя Ибица», принесет свои плоды, потому что это спортивно-развлекательные. Кто-то занимается спортом, кто-то приходит посмотреть, то есть развлечься, проводятся разные мероприятия, разные конкурсы, заинтересовывают людей, и разные слои населения приходят и участвуют в этом. Именитые спортсмены приезжают на Зимнюю Ибицу, чтобы поддержать спорт в Республике Коми, пообщаться со своими фанатами и передать опыт молодому поколению. Павел Буре провел для ребят часовой мастер-класс. Полученные знания юные хоккеисты схватили на лету. Мне очень понравилось, и я много узнал, что он умеет, и он мне многое показал. Например, финт Мичиган, броски, булиты, как обводить, например. Организаторы впервые включили в программу саамский футбол. В него играют только представительницы женского пола. И форма, кажется, совсем не спортивная. Женщины наряжаются в сарафаны. Правила достаточно простые. Команда делится на две части, по 6 человек. И таймы по 10 минут. Команды должны забивать гол друг другу. И особое правило. Вратарь может держать юбкой мячик. По самой ленточке идет, бьет по воротам. Мало используются сарафаны. Виктор Гусев впервые видел такой матч. Комментатор Первого канала был потрясен игрой, сравнивая ее с большим футболом. Комментировать очень весело. И я нашел несколько интересных приемов для своих комментариев в матче сборной России предстоящих. Будет что использовать из саамского футбола. Под занавес Зимней Ибицы Виктор Гусев прокомментировал матч чемпионата Сыктывкара по хоккею на крытом катке «Северная Олимпия». А Павел Буре сделал символичное вбрасывание шайбы в начале игры. Самое главное то, что люди приходят после работы, играют в хоккей, занимаются спортом. Вот это для меня самое главное. И, как я сказал, уровень не главный, но ребят все стараются, счеты интересные, голы забивают, хорошо играют. Но это второстепенно. Самое главное то, что они собираются после игры и играют в хоккей, занимаются спортом. Постоянный гость теперь уже традиционного праздника, глава республики Вячеслав Гайзер, объявил 2013 годом спорта в Коми, и Зимняя Ибица – одно из ключевых его событий. Даст возможность еще один толчок для того, чтобы люди вспомнили, что здоровье – вот это единственное, что точно никогда не купишь, ни за какие деньги. Поэтому нужно приобщаться вот к таким праздникам, их должно быть как можно больше и в республике, и здесь, в столице, и во всех муниципалитетах.
Еще один сюрприз для гостей – выступление звезд шоу-бизнеса. Часовые концерты – кульминация праздника. Хедлайнером зимней Ибицы 2013 стала группа «Дискотека Авария». Прекрасная природа здесь, красиво. Церковь такая там удивительная. Нам про нее уже рассказывали, она действительно такой и оказалась. На территории финно-угорского этнокультурного парка масса развлечений. Это катание на квадроциклах и ватрушках, заезды на хаски, гонки на коми-лямпах. Лямпы – это лыжи, которые шире обычных и обиты оленьим мехом. Так ходили в лес наши предки. Пользуются ими охотники и сейчас. Они назад не катят, только вперед. В сырую погоду сырой снег не прилипает, а деревяшка прилипает. Это очень большое отличие. Потом они мягкие. С ними можно подойти к любому зверю. Первое на футболе судью. Вот и наш. Спортивно-развлекательный праздник «Зимняя Ибица» может видеть без преувеличения весь мир. На площадке работает целая студия. Вещание идет на региональных интернет-ресурсах, а также первом интернет-канале piktv.com. Все прекрасно, мы участвовали везде, прошли все, что можно, и спасибо всем большое. Все очень классно, все очень понравилось. Пели хорошо, молодцы. Все, кто были на зимней Ибице, вы не зря приехали сюда. Это на самом деле очень круто. Все, я ставлю текст про самский футбол. Для аккредитованных журналистов открыт пресс-центр, где созданы все условия для оперативного размещения информации о событии. Есть бесплатный Wi-Fi. Здравствуйте. Сумочку к присмотру приготовьте. За безопасностью на территории этнопарка следят сотрудники МВД. Появляться в нетрезвом виде и со спиртными напитками категорически запрещено. На территории самого парка, то есть было достаточно организовано различных мероприятий. Люди практически были всегда где-то задействованы, могли пойти, дети, допустим, да, там, то есть у них очень много мероприятий было. Вот. Люди сами могли прийти посмотреть концерт непосредственно на звезд, которые там участвовали, да. Прошло все без эксцессов. Добраться до зимней Ибицы можно на комфортабельных автобусах. Организаторы заранее договариваются с автотранспортными компаниями о снижении стоимости проезда. На протяжении всего участка от Сыктывкара до села Иб дежурят автоинспекторы. На территории парка развернута автомобильная стоянка на 600 машин. Регулируют движение сотрудники ГИБДД и волонтеры. Работники этнопарка установили заборы, почистили стоянку и стрелками показана схема движения по стоянке, чтобы не было заторов, пробок. Зимняя Ибица, пожалуй, уже стала визитной карточкой республики. Одним из самых ярких и массовых событий в ее культурной и спортивной жизни. Ее поддерживают и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, и многие известные спортсмены. Хочется пожелать вам, чтобы это было регулярно, чтобы с каждым годом все больше и больше количество людей занималось и привлекалось. Хотелось бы, чтобы из этих, конечно, мероприятий выходили и те звездочки, на которых мы потом будем ориентироваться и которыми будем гордиться. Хочу пожелать вам хорошего настроения, позитива, вам, вашей семье. Занимайтесь физкультурой, занимайтесь спортом. И будьте здоровы, потому что здоровая и сильная страна – это прежде всего, опять-таки, здоровая и спортивная страна. Организаторы делают ставку в первую очередь на спорт. Внимание к нему с каждой зимней Ибицей становится все больше. Вот сейчас идет финал нашего праздника, хоккейный матч между двумя сыктывкарскими командами. Чемпионат по хоккею с шайбой, насколько я понимаю, не проводился 20 лет в Сыктывкаре. Хоккей начал возрождаться, и посмотрите, как болельщики приветствуют на трибуне. Когда 2 года назад мы с нашей командой говорили о том в прессе, что мы будем создавать бренд Республики Коми, нам никто не поверил. И многие относились к нашим высказываниям довольно-таки скептически. Но, тем не менее, прошло уже 2 года, мы провели 4 проекта. И я, наверное, могу с уверенностью сказать, что действительно проекты под брендом Ибица и мультифестиваль этнический Ибица, и зимняя Ибица действительно привлекли внимание народа. И нельзя отрицать тот факт, что действительно наши проекты являются успешными. Организаторы уже начинают готовиться к следующей зимней Ибице. Сюрпризов, как всегда, будет много.